Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 106-я сура Священного Корана, сура Курайш. Эта сура является мекканской сурой и состоит из 4 аятов. Мы постараемся с вами сегодня разобрать эту суру и указать на самые распространенные ошибки, чтобы мы не совершали при чтении этой прекрасной суры Священного Корана. Итак, первый аят. Ли-иляфи Курайш. Ли-и. Вот данное удлинение в размере 2 огласовок подчиняется хамзе. И нужно размеренно применять долготу в размере 2 огласовок. Ли-иляфи. Если в данном случае и это огласовка кесра, и 2 раза протягиваем. Получается иля. Ли-иляфи. В данный момент мы пропустили здесь фатху. И так получается ли-иля. Вот в данный момент вот это естественное удлинение в размере 2 огласовок. Вот удлинение кесры и удлинение фатхи в размере 2 огласовок, они должны быть одинаковыми в долготе. Получается у нас ли-иляфи. Еще раз. Ли-иляфи Курайш. Курайш. При остановке аннулируется танвин и переходит в сукун. В данном случае применяем правило, которое протягивается 2, 4, 6. Так называемый медлин. В данном случае мы выберем 4. Итого получается ли-иляфи Курайш. Идем дальше. Второй аят. Иляфихим. Вот это медсиля. Медсиля сугра. Удлинение в размере 2 огласовок. Получается у нас иляфихим. Точно так же, как в предыдущем аяте, долгота применяется. Здесь размера 2 огласовок, и здесь тоже. Иляфихим. Иляфихим. Рих. Ля. Вот чтобы ха было гортанно рих. Не переходило. Рих. Ля. Рих. Ля. Все мягкие звуки. Рих. Ля. Таш. С огласовки фатха мы уходим на звук шин с удвоением, так как солнечный звук аннулируется артикль. Рих. Ля. Ташита. Здесь удлинение в размере 4 огласовок. Рихлята щита-ива. К большому сожалению, распространенной ошибкой является то, что хамза не произносится, аннулируется, так как после удлинения хамза нужно немножко больше усилий для того, чтобы фиксировать правильное произношение касры в данном случае. Итого получается рихлята إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ إِوَ. С огласовки фатха уходим на сад, аннулируется артикль, так как это является солнечным звуком. وَالصَّيْفِ. То же самое 2, 4, 6. Мы выбрали 4, как в предыдущем аяте. Огласовка аннулируется, переходит в сукун. И у нас получается وَالصَّيْفِ. Полный аят звучит таким образом. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Третий аят. فَلْيَعْبُدُوا айн. Является грубой ошибкой, когда на звуке айн резкая остановка фаль-я. Нет. Правильное произношение я буду. Такой продолговатый, мягкая, скользящая остановка на звуке айн, когда она с сукуном. Фаль-я-буду. Буду. Вот в данном случае в размере 2 огласовок, естественно, удлинение.
огласовки дамма протягиваем. Фальябуду. Ду. Рабба. Рабба. Твердое произношение ра. Рабба хада. Хадаль. Согласовки фатха. Переходим на лям. Хадаль байт. То же самое предыдущих правила. Применяем правила. Медлин. При остановке 2, 4, 6 мы выбрали 4. При остановке кесра аннулируется, переходит в сукун. Итого получается فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Бейт. Так как та является фрикативным звуком, при остановке фрикативность должна проявиться, чтобы рядом находящийся слушатель мог вычислить и прослушать звук т. Рабба хазаль байт. И последний аят. Аллази. Вот здесь в размере 4 огласовок мы применяем долготу. Мад мунфасл. Раздельная долгота. Аллази. После долготы, после применяемой долготы, нужно немножко усердие проявить, чтобы произнести хамзу четко, ясно и выделенно. Аллази. Аллази. Здесь применяем правило калкаля. Это не ато, нет, хамза мягкая, чтобы не начиналось. Это. Здесь получается у нас мягкий звук, твердый звук, мягкий звук. И поэтому после выделения калкали твердым образом нужно возвращаться на мягкое произношение. Ат'амахум. Вот здесь применяем назализация, полная назализация в размере 2 огласовок. Полное смыкание губ. Потому что после назализации у нас применяется ихфа. А ихфа у нас мягкая, так как джим – мягкий звук. После полной назализации мы уходим на мягкое произношение ихфа, так как здесь у нас буква джим. Итого получается. То есть после смыкания губ полные, губы раскрываются, появляется щель для произношения ихфа. Теперь еще самое интересное. После джу, вот здесь танвин. Танвин, после которого идет вау. А здесь идгам накус. Неполное применение идгама. Неполное применение гунны, прошу прощения. Идгам бигунна накуса. Ассимиляция с неполной назализацией. Итого получается у нас полное смыкание, гунна, полностью назализация, ихфа, сокрытие мягкое, а потом идгам, неполная назализация с неполной назализацией. Обратите внимание. Ат'амахум мин джу'и ва применяем. Здесь ихфа в размере 2 огласовок тоже назализация. Идгам тоже в размере 2 огласовок. После уходим на естественное удлинение в размере 2 огласовок. Аманахум. Аманахум. Вот здесь то же самое, как в предыдущем случае. Назализация, полная назализация в размере 2 огласовок. И применяем правило изхар мин хауф. Применяем 2, 4, 6. Мы выбрали с вами 6. Аннулируется огласовка, переходит в сукун. Итого получается ва аманахум мин хауф. Еще раз.
وآمنهم من خوف. Теперь аят полностью. Обратите внимание. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Обратите внимание, здесь маленький мим стоит, которая заменена танвин кесра для слитного чтения со следующей сурой. Итак, я прочитаю в завершении еще раз полностью. Прочитаю с применением огласовок, последних огласовок для слитного чтения всей суры. Обратите внимание. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.